25 мая завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы. В Республике Коми конкурс составил 8 человек на место. Это исторический максимум, отметил Ростислав Гольштейн. На участие в процедуре зарегистрировались 84 тысячи человек. Это чуть более 13% от всех избирателей Коми. Проголосовали 11%, более 68 тысяч человек. Обновление депутатского корпуса будет серьезное, и опытные и молодые политики со всей ответственностью подошли к предварительному голосованию. Постоянно встречались и с избирателями на своих округах, и на предприятиях, написал Ростислав Гольштейн в социальных сетях. В этом году в качестве кандидатов от «Единой России» зарегистрировались более 1300 человек. Из них в Государственный совет 216 человек, в Совет Сыктывкара 146 человек, в Совет Ухты 125 и в Совет Воркуты 130 человек. От Инты в праймеризе приняли участие более 60 кандидатов. Среди них участник специальной военной операции, действующие депутаты, общественники, а также представители разных сфер деятельности. В сентябре 2025 года в нашем городе пройдут трехуровневые выборы. Это выборы в городской совет депутатов, выборы в Государственный совет Республики Коми. И интинцы будут выбирать, так же, как и все жители республики, будем выбирать главу Республики Коми. Вот такой трехуровневый в этом году нам предстоит этап выборов. Как всегда, Всероссийская политическая партия «Единая Россия» перед выборами проводит праймериз. Это предварительно внутрипартийное голосование. Мы даем возможность жителям нашего города выбрать из большинства активистов партии, сторонников, лоялистов, членов партии, выбрать более достойных. Конечно, мы считаем, что все достойны, но вот все-таки приоритет даем предпочтению наших горожан. Зарегистрировалось у нас 61 кандидат. Выбрать нужно было всего 20, то есть, в общем-то, конкуренция была достаточно высокая. Двадцатку интинцы определили. В эту двадцатку вошли разные люди. Это и партийцы, которые уже имеют опыт работы в городском совете. Это новые люди, которые хотят проявить себя и попробовать себя в общественно-политической деятельности. Люди разных возрастов, люди с разных сфер деятельности. Ну, в общем-то, вот такая очень интересно собралась команда. И, в общем-то, они пойдут, уже те 20 человек пойдут регистрироваться после объявления выборов, будут регистрироваться в ТИКе уже как кандидаты. В это же время проходило еще параллельно голосование праймериз по выбору кандидатов в депутаты Государственного совета Республики Коми. Всего проголосовало более 91% зарегистрированных избирателей. Это очень такая высокая явка, собственно говоря. И можно отметить, что победил в этом внутрипартийном голосовании в Госсовет предприниматель города Инты, действующий депутат Государственного совета Республики Коми Магомедов Руслан Исамагомедович, а список партийцев по Инте возглавила Артеева Ирина Викторовна. И, конечно, пользуясь случаем, я благодарю всех интинцев, кто принял участие в этом мероприятии. Да, оно требовало времени, да, оно требовало усилий, потому что процедура была сложная. Это было электронное предварительное голосование через госуслуги. В общем-то, учились, пробовали, ошибались, но, тем не менее, дошли до цели. Вот. Всех благодарю за поддержку, за понимание и за готовность работать вместе с «Единой Россией» и решать вопросы жизнедеятельности нашего города. «Единая Россия» – единственная политическая партия в стране, которая на постоянной основе проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право оформить список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования – это обязательная норма для всех кандидатов от партии. Кандидатами могут стать как члены и сторонники партии, так и беспартийные.